Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Экстремизм и его крайняя форма терроризм являются одной из самых опасных общественно-политических проблем. Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, это задачи представителей гражданского общества. Как противодействовать проявлениям экстремизма, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Вячеслав Никифоров, помощник прокурора по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же составляет правовую основу государственной системы противодействия экстремизму и терроризму? Начну с того, что в настоящее время в условиях проведения Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины вопросы терроризма и экстремизма приобрели глобальный характер, являются одной из основных проблем современного общества и государства. Борьба с этими проявлениями террористическими и экстремистскими является одной из самых основных задач. Если же переходить к правовым основам, то в первую очередь, конечно, это Конституция Российской Федерации, которая закрепляет определенные постулаты. Это право граждан на свободу совести, вероисповедания, запрет дискриминации по каким-либо признакам происхождения, пола, расы, языка и так далее. Дальше мы переходим к специальным федеральным законам. Это федеральный закон номер 114 о противодействии экстремистской деятельности и федеральный закон номер 35 о противодействии терроризму. Также имеется ряд отдельных федеральных законов, которые регулируют правоотношения в данной сфере. И подзаконные акты, такие как указы президента Российской Федерации, принятые на долгосрочную перспективу. Это стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации и комплексный план противодействия идеологии терроризма до 2028 года. В принципе, такие основы. Угу. Хорошо, если еще с понятием терроризм наши граждане более-менее знакомы, расскажите, пожалуйста, что же под собой подразумевает экстремизм? Экстремизм это та нетерпимость, к определенным постулатам, про которые я сказал, которые граждане принимают решение устранять или решать силовыми способами, грубо говоря. То есть терроризм — это крайняя форма экстремизма. Угу. То есть решение определенных задач силовыми методами. Получается, что за экстремизм и терроризм предусмотрены виды наказания в части уголовной или все-таки административной? Есть преступления, есть правонарушение экстремистской направленности, террористического характера. Есть как уголовная ответственность, так и административная. Есть еще гражданско-правовая. Если мы говорим про уголовный кодекс, то особенная часть уголовного кодекса предусматривает ряд положений, которые устанавливают эту ответственность. Подробно я на них, конечно, не буду останавливаться. Скажу о том, что уголовная ответственность наступает, как правило, с 14 лет. Преступления достаточно тяжкие. Мера ответственности зависит от степени тяжести преступления. То есть это может быть штраф от 100 тысяч рублей, либо лишение свободы от 6 месяцев до пожизненного заключения. Также активно применяются судами дополнительные виды наказания. Это ограничение свободы, либо лишение права использования сети интернет для размещения определенных публикаций и комментариев. Точно, у нас же ведь появились еще информационно-коммуникационные технологии. Как в интернете ведется борьба? Борьба с экстремистскими проявлениями в сети интернет — это тяжелая работа компетентных органов. Их работа направлена на выявление, пресечение и предотвращение таких правонарушений. В первую очередь это работа органов безопасности, это Федеральная служба безопасности и специализированных подразделений Министерства внутренних дел. Это центры по противодействию терроризму, экстремизму, прошу прощения. Они созданы в каждом субъекте Российской Федерации и осуществляют свою работу. Их работа, она направлена в первую очередь на выявление и документирование таких фактов для последующей их оценки с процессуальной точки зрения. То есть, если это административное правонарушение, передача в уполномоченный орган или в прокуратуру для возбуждения административных производств. Если это уголовное преступление, соответствующие материалы направляются в правоохранительные органы, в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Органы прокуратуры также наделены такими полномочиями. Мы осуществляем ежедневно соответствующий мониторинг средств массовой информации и сети интернет. В случае выявления также их документируем и передаем в уполномоченные органы. То есть получается, например, какой-нибудь человек на страничке в социальной сети, не подумав, или подумал, но не до конца, потому что не подумал о последствиях, которые могут быть, разместил у себя какой-то экстремистский материал, его все уже, так скажем, под белые рученьки.
Ну, да, тут надо понимать, что любое необдуманное действие как бы в сети интернет, в основном это, конечно, связано с размещением в публичных группах. То есть мы говорим о публичности. В первую очередь публичность должна быть. У нас активно люди используют социальные сети, мессенджеры, различные новостные паблики, где есть возможность под определенной публикацией, возможно, резонансного характера, да, например, о совершении преступления иностранным гражданином или о событиях, которые происходят на СВО, оставить свой комментарий. То есть человек оставляет комментарий, затем начинается переписка с другими людьми, которых он не знает, и тем самым они его просто провоцируют в отдельных случаях, и человек оставляет такой комментарий, который несет в себе плачевные последствия, так скажем. Давайте тогда поговорим о правилах безопасности в интернете, чтобы не получить статью за репост. Согласен. Да, правила безопасности в настоящее время это очень важно. Везде, где есть интернет, от мала до велика, как у взрослого, так и у детей есть смартфоны, в которых есть выход в сеть интернет. Для начала, конечно, это необходимо знать взрослым, чтобы передать эти знания детям. В первую очередь, как раньше было. Если раньше для того, чтобы совершить какое-то преступление или административное правонарушение в данной сфере в сети интернет, необходимо было совершить какие-то активные действия, то есть разместить какую-то публикацию, оставить какой-то комментарий, то сейчас достаточно в поисковике на сайте в сети интернет сделать соответствующий запрос. О чем идет речь? С осени текущего года за поиск в сети интернет заведомо экстремистских материалов с использованием всем известных программ VPN, это технология, которая позволяет установить безопасное соединение в сети интернет с теми ресурсами, которые у нас фактически в Российской Федерации заблокированы. Речь идет о социальных сетях Instagram, Facebook, видеохостинг YouTube и так далее. За это предусмотрена административная ответственность. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ну и далее, если вы все-таки интересуетесь политической жизнью, или жизнью города, состоите в каких-то новостных пабликах, подписаны просто на телеграм-каналы, под публикациями, как я уже говорил, имеется возможность оставить комментарий. В данном случае что надо делать? Надо, конечно же, избегать этой переписки, потому что вас люди будут провоцировать, вы все это сделаете, напишите, вас задокументируют, и, соответственно, вы будете нести определенную ответственность. Как-то так. Вот, кстати, да, разъясните, пожалуйста, по поводу поиска экстремистских материалов в интернете. Называть мы их не будем, чтобы лишний раз никого не спровоцировать. Но что, если, например, человек каким-то образом пытается изучить историю, какой-то период, может быть, какого-то государства, и получается так, что кто-то где-то что-то написал, где-то случилось какое-то событие. Я понял ваш вопрос. Это вы говорите об истории, скорее всего. Если говорить об экстремистских материалах, не обязательно обращаться к первоисточнику, скажем так. Есть множество публикаций наших деятелей искусства, культуры, науки и так далее, которые, в принципе, до вас доведут первичное содержание. Если же мы идем по пути поиска самого материала, то необходимо понимать, что у нас есть сайт Министерства юстиции Российской Федерации, которое уполномочено на ведение федерального списка экстремистских материалов. В этот список попадают те материалы издания, которые признаны судом таковыми. То есть они запрещены. То есть их в интернете быть не должно. Но они там могут быть, они могут там появляться, потому что интернет, он там имеет право все размещать. В данном случае что делать? Если вы наткнулись на такой материал, то вы можете перейти на этот сайт Минюста, там есть поисковик, вы можете вбить тот или иной материал. Не обязательно это какая-то книга, это может быть музыкальное произведение, это может быть какой-то кинофильм. Перечень достаточно обширный, там, по-моему, более 6000 наименований. Да, через поисковик вы можете это набрать, увидеть, что к чему относится, и дальше уже, соответственно, действовать самому. То есть, например, если раньше мы говорили о том, что нацистская символика запрещена, и продолжаем об этом говорить, эти моменты вырезают из фильма или замазывают? Нет. Или это другое? Нет, смотрите, есть административная и уголовная ответственность. Я сейчас расскажу. Статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики нацистских и экстремистских организаций.
За исключением случаев, когда эта демонстрация порождает у лица, которое их смотрит, негативный образ к этому. Ну, то есть в фильмах это возможно. В фильмах это возможно. То есть такое исключение в этой статье делается. В случае, если человек уже привлечен за совершение данного правонарушения, ну, например, нацистскую символику, атрибутику разместил где-то в сети интернет или, ну, или продавал, скажем так, какую-то одежду с этой символикой, то повторное совершение такого административного правонарушения уже будет караться уголовным законом. То есть уже есть статья, в случае, если лицо, будучи привлеченным по данным статье, совершило аналогичное правонарушение, оно уже привлекается к уголовной ответственности. Ну, а теперь возвращаясь к сайту Минюста. Вот, например, я хочу что-то найти в интернете, да? Да. А почему же тогда не появляются плашки о том, что этот материал может быть для вас небезопасен? Там, уверены ли вы, что вы хотите перейти на эту страницу? Ну, в интернете невозможно все отследить. Они появляются. Это монотонная, каждодневная работа всех уполномоченных органов. Этим и мы тоже занимаемся. То есть определенный порядок. Если материал уже признан экстремистским, уже решение суда не требуется для того, чтобы заблокировать эту страницу в сети интернет. Достаточно, органам прокуратуры достаточно подготовить уведомление в Роскомнадзор, направить. Тогда этот сайт, эта страничка попадет в единый реестр доменных имен. То есть для граждан примерно тот же самый порядок. Заходите на сайт Роскомнадзора, если вы встретили такой сайт с такой символикой, атрибутикой, либо экстремистскими материалами. Там есть электронная форма, вбиваете туда адрес этого сайта, и он автоматически попадает в этот реестр и блокируется. То есть мы самостоятельно можем вот в случае обнаружения фактов экстремизма сообщить о таком Да, о таком факте, да. Но одновременно с этим вы должны это заявление сопроводить заявлением в территориальный орган МВД, потому что, ну, это все равно правонарушение. Кто-то это сделал, кто-то это разместил. В территориальный орган МВД вы пишете заявление о том, что идет публичное массовое распространение экстремистского материала, для того, чтобы они дали оценку действиям этого лица на предмет наличия у него действия, признаков состава административного правонарушения или преступления. То есть это обязательно надо делать, потому что, ну, это лицо дальше будет продолжать это делать. То есть борьба с ветряными мельницами, грубо говоря. А вот если я понесу заявление в МВД, я не сделаю случайно самонавод? Ведь каким-то образом я материал-то обнаружила? Нет, нет, почему? Ну, вы могли случайно наткнуться. Это Ну, же, тогда... да, это же вы должны прям намеренно вбить тот или иной материал в поисковую строку. Ну, это все с помощью технических служб проверяется, поэтому... Ну хорошо, будем вести себя в интернете и не только осторожнее. Вячеслав Николаевич, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали о такой важной проблеме, о том, как с ней бороться. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.